те люди, которые здесь работали, они являлись примером мужества, отваги. И вот это мне всегда хотелось воспитать в своих детях. Именно вот эту преданность своему делу. И мы такие, и я, и мой брат, и мой сын. Вообще мне всегда импонируют люди, которые не боятся брать на себя ответственность и выполнять поставленные задачи. Вот это, наверное, одно из немаловажных качеств, которым должны обладать сотрудники пожарной охраны. Елена Вячеславовна Аполлонова, ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей муниципальной пожарной охраны города Уфы, майор в отставке. Все мы родом из детства. Сегодня трудно узнать в этой уверенной, беззаветно влюбленной в свою профессию Елене Вячеславовне маленькую и застенчивую девочку Лену, которая после учебы прибегала к маме на работу. Любовь Петровна Аполлонова с первых дней основания была бессменным экскурсоводом пожарно-технической выставки, называемой ныне Центром противопожарной пропаганды и общественных связей. Подростком Лена любила крутить указкой перед экспонатами, представляя перед собой толпу любопытных ребятишек, отвечала на вопросы воображаемых зрителей, сочиняла интересные рассказы про пожарных. Эта любовь к истории славного прошлого и к нынешним успехам пожарной охраны с ней на всю жизнь. Проводила экскурсии, тогда еще молодой девушкой. Насколько мне это нравилось, насколько я получала удовольствие от того, что люди, приходя, быть может, сначала с какими-то такими ироничными ухмылочками на лице, что можно здесь увидеть, что можно узнать о пожарных, которые, как бытовало мнение, спят 24 часа в сутки. И тогда, когда мы завершали проведение экскурсии, когда уже находясь в последнем зале, рассказывая о тех героях пожарных, которые погибли в борьбе с огнем, я видела на лице людей буквально слезы в глазах. Как менялось их мнение о пожарной охране, о тех людях, которые здесь работают. Вот это и было, наверное, результатом моего труда. Начало пути. Елена Вячеславовна закончила Уфимский техникум механизации и учета и, как положено, отработала на производстве 5 лет. Но сердце не обманешь, оно привело ее обратно сюда, на пожарно-техническую выставку. Эстафету работы в этой службе подхватил и младший брат Елены Вячеславовны Игорь, после окончания школы поступивший в Свердловское пожарно-техническое училище. Незаметно пролетели годы в училище, и Игорь вернулся сюда, в город Уфу, где был распределен в пожарную часть номер 8 начальником караула. Одинаковое мышление, в частности, о тех людях, о той работе, которая нас связывала, она, наверное, сплачивала нас еще. Ведь мы с интересом, с чувством долга шли на работу. Может быть, это сейчас такие высокопарные слова, но это было действительно так. И в 1985 году уже мой брат поехал учиться в Москву, в Академию противопожарной службы. Окончив ее, ему предложено было остаться в Москве. Службу он стал продолжать там. И я горжусь тем, что в настоящее время он является генерал-майором и выходцем именно из рядов пожарной охраны. Верный путь. Любовь к профессии подразумевает творчество и наоборот. В сфере, где работает Елена Вячеславовна, большую часть посетителей составляют дети, а в общении с ними необходим особый подход. Одна из главных задач Центра противопожарной пропаганды и общественных связей – научить каждого ребенка правилам безопасного поведения. Легче предупредить, чем потушить, поясняют юным посетителям музея экскурсоводы. Работу мы проводим не только такую чисто экскурсионную, но и методическую. Мы вместе с детьми, рассматривая те или иные макеты,
обязательно проговариваем, а как же нужно вести себя при возникновении той или другой чрезвычайной ситуации. Мы вместе с ними проигрываем какие-то определенные моменты, как, например, нужно эвакуироваться из квартиры, которая находится на 13-м этаже, на 15-м этаже домов повышенной этажности. Мы обязательно с ними проговариваем, а как же проходит эвакуация в школе. Коллектив центра активно сотрудничает с различными ведомствами и организациями, министерствами и образовательными учреждениями. В год проводится около 800 экскурсий, а это значит, что свыше 17 тысяч детей и взрослых проходят обучение правилам безопасности в чрезвычайных ситуациях. С марта 2014 года для работников пожарной охраны столицы выпускается газета «Безопасный Уфа», а для маленьких читателей с 2016 года выходит в свет красочное и познавательное издание «Пожарный патруль». Это в России пока единственная детская газета, посвященная пожарной охране и правилам безопасности юного поколения. Весь месяц июнь мы принимаем детей из вот этих вот школьных лагерей. Ну, а потом уже мы начинаем выезды в течение всего лета. Начиная с 2011 года мы ежегодно выезжаем в загородные оздоровительные лагеря. Практически стараемся охватить каждую смену, а это где-то примерно 3 или 4 смены в каждом лагере. Мы выезжаем уже с большими показательными выступлениями. То есть работники нашей муниципальной пожарной охраны во взаимодействии и с Федеральной противопожарной службой 22-го отряда, и с инженерным составом отделов профилактики пожаров районов нашего города. Мы проводим такое большое мероприятие, методическое занятие, мы проводим конкурсы викторины, мы проводим тренировочную эвакуацию и в завершении боевое развертывание, то есть уже с показом пожарной техники, ну и условным тушением пожара, где пожарные подают из пожарных рукавов и закрепленных стволов ручных поток воды, который порой накрывает этих ребят, которые визжат, пищат от удовольствия. Ну и, конечно, это мероприятие носит огромный такой поучительный характер. Счастливый билет. Деятельность Елены Вячеславны и возглавляемого ею центра не ограничивается лишь проведением увлекательных экскурсий, организацией масштабных выступлений в детских лагерях. О необходимости быть бдительными при любых обстоятельствах разыгрывают в спектаклях. Актеры этих постановок – сама Елена Вячеславна и ее дружный коллектив. Такие игровые моменты, они навеяли такую новую идею нашему руководителю, начальнику муниципальной пожарной охраны Равилю Тигуловичу Каримову, который в 2011 году предложил создать нам свой кукольный театр. Сначала вроде бы показалось это таким странным, но с интересом взявшись за это дело, в 2011 году состоялась премьера показа первого кукольного спектакля «Приключения Пика, Пака и Пыха». Сложно было научиться вот этому кукловождению, но нам большую поддержку и помощь оказал главный режиссер тогда Башкирского государственного театра кукол. В течение последних 10 лет в начале зимы в самом центре проходит викторина «Юный друг пожарных», где ежегодно участвует команда со всех районов Уфы. Прибывают сюда и болельщики, которые также принимают участие и в домашнем задании. А домашнее задание – это что-то, это театрализованные представления, которые ребята готовят со своими руководителями. Тематика бывает самая разнообразная. И «Безопасный Новый год», и «Мы юные пожарные», и «Мы за безопасность». То есть фронт такой вот деятельности очень широк. Настроение праздник. Династию работников пожарной службы продолжил и сын Елены Вячеславны Тимур Терегулов, закончивший в Москве Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Сейчас он возглавляет отделение службы и подготовки знаменитого в республике 22-го отряда.
Мать с сыном работает практически в одном здании. Совместный труд только сплачивает семью. В нашей семье получается как бы две такие сильные стороны. Это пожарная охрана, ну и, конечно, это медицина, потому что и мой муж, и вся его семья – это тоже династия известных в Башкирии врачей Телегуловых. Одним из, так сказать, родоначальников этой династии был Телегулов Геннадий Нигматуллович, который в свое время был одним из основателей Башкирского медицинского института. Он был и одним из тех, кто стоял у истоков открытия курорта Ингантау, в частности, источника Кургазак. Это замечательные врачи, это и мой свекр Телегулов Рал Гниатулович, это моя свекровь, мама, как я ее сейчас уже называю, это Шарфудинова Роза Закиевна. Изумительный врач, врач от Бога. Лишь дочь Айгуля решила отойти от семейной традиции, поступив после школы в Институт экономики, финансов и бизнеса при Башкирском государственном университете. Елена Вячеславовна с пониманием отнеслась к этому выбору, ведь для нее семья – главная опора, оплот спокойствия и счастья. Именно близкие люди помогают ей везде успеть и не расплескаться. Вместе со мной методистами работают уже много лет такие сотрудники, как Вера Михайловна Якупова, Любовь Владимировна Мазитова. Но, как сказал один из наших руководителей, в прошлом заместитель министра, курирующий пожарную охрану, Ильдус Галимзянович Карамов, он сказал, что в нашей муниципальной пожарной охране это сплав молодости и зрелости. Пожарная охрана – это все-таки, я надеюсь, что она была и будет таким сплоченным ядром. Это всегда была очень сильная структурная единица. И хочется, чтобы и дальше вот наша молодежь продолжала дело тех, кто вложил немалые усилия в становлении пожарной охраны в нашем городе, в республике.